Крыму подвели итоги об окончании учебного года. В этом году со школьной скамьей простились 6733 одиннадцатиклассника, которые успешно сдали экзамены и получили аттестат о среднем общем образовании. Для многих выпускников этого года упорный труд воплотился в заслуженные награды и высшие баллы на экзаменах. 975 крымских выпускников удостоены медалей за особые успехи в учении. Золотые медали в этом году получили 526 школьников. 53 выпускника сдали единый государственный экзамен на максимальные 100 баллов. Из них 6 – крымские татары из разных уголков Крыма. Настоящей звездой экзаменационной кампании стала Зарема Изидинова, которая набрала максимальные 100 баллов сразу по двум сложным предметам – химии и биологии. Когда я увидела 100, это было, конечно, шоком для меня. На химию, наверное, была более бурная реакция, потому что, когда я увидела 100 по биологии, я сначала вот так замерла. Не было такого осознания ситуации, я даже не поняла, что произошло. Радовалась я уже позже, когда видела радость родителей. К ЕГЭ по химии я готовилась сначала сама. Я думала, что смогу за год подготовиться, но где-то в декабре я осознала, что не смогу структурировать весь тот материал, который изучаю у себя в голове, и что на экзамене обязательно что-то забуду. И я купила онлайн-курсы, а к биологии я готовилась сама от начала до конца. На самом деле к любому предмету по ЕГЭ нужно готовиться. И если ты готовишься, он покажется тебе самым обычным. Почему именно меня влекут естественные науки, почему я выбрала химию и биологию? Вот я хочу нести людям благо. Врач. Это звучит так благородно. Это человек, который спасает жизни. В ряду 100-бальников, чьи знания послужат будущему, Тимур Файзрахманов, выпускник Суворовской школы имени Саруханова, продемонстрировавший блестящие знания в литературе. Мне нужно было примерно 80+, что-то в этом роде, чтобы поступить в вуз, это достаточно было 100. Вот я мог только мечтать о таком балле, хотя я довольно-таки плотно занимался. Очень много времени уделял подготовке именно к профильному предмету литературе. И вся эта подготовка, весь процесс, в конечном итоге все это окупилось. В планах на будущее сейчас поступить в Крымский федеральный университет на специальность графика, дизайн, на творческую какую-то профессию, потому что я в течение довольно долгого времени готовился именно к этому и понимал, что, скорее всего, моя профессия будет связана именно с чем-то таким творческим. Мне эта сфера нравится. Осман Акмулаев, выпускник Симферопольской академической гимназии, отлично справился с профильной математикой, что является прочной основой для карьеры в инженерии, IT и любой точной науке. Так как с детства увлекался математикой, решил сдавать ее на ЕГЭ. Готовился я в онлайн-школе и благодаря этому смог сдать математику на 100 баллов. На самом деле перед ЕГЭ очень сильно волновался. Думал, что некоторые задания не смогу написать, в некоторых заданиях ошибусь. Но когда именно сел на сам экзамен, все это волнение прошло, и я сосредоточился на самом процессе. Честно говоря, я очень обрадовался. Я начал себя в какой-то степени накручивать, то, что в каких-то заданиях ошибся, в одном допустил ошибку. Но когда пришли результаты, оказалось, что все правильно. Честно, очень обрадовался. Я сейчас думаю над профессиями программиста и инженера, но больше склоняюсь к программисту в области искусственного интеллекта. Высокие результаты школьников не только принесли им личные победы, но и стали весомым вкладом в общий успех. Это яркое подтверждение глубокой тяги к образованию, которая из поколения в поколение является ключевой ценностью крымско-татарского народа.